Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. В военном поселке Джава Южной Осетии открыли первый детский сад. Учреждение уже приняло своих первых воспитанников. С детьми будут работать психологи, педагоги и квалифицированные воспитатели. Подробнее в материале Раи Дзантиевой. В этом году мир отмечает 155-летие знаменитого драматурга Антона Чехова. Специалисты уже готовятся к чеховским чтениям, выставкам и презентациям книг. Заур Тидеев в качестве нового главного тренера Алании впервые встретился с журналистами. Как выяснилось, клуб ожидают колоссальные перемены. Особое внимание Заур Тидеев планирует уделять юношескому футболу. Эти и другие темы далее подробно. В Южной Осетии в военном поселке Джава открыли первый детский сад. Он расположился на 4-й гвардейской военной базе Южного военного округа. На праздник пришли дети и их родители. Командующий 58-й армией 4-й военной базы Сергей Гуравлев и премьер-министр Южной Осетии Даментий Кулумбегов. Детский сад рассчитан на 70 мест. Дошкольное учреждение будет посещать дети от 2 до 7 лет. Дина Бодрова, мама маленькой Виталины, не нарадуется, ведь теперь ее чадо будет посещать садик. Малышка уже обрела новых друзей, а молодая мама устроилась помощником воспитателя. Садик, естественно, долгожданный, потому что детки растут, нужно образование, нужно. И так здесь почти ничего нету. Садик очень хороший, новый, интересный, воспитатели очень хорошие. Мы уже познакомились со всеми. Коллектив очень хороший. Детский сад уже принял первых воспитанников, сейчас их пока 40. Мед- и музработники, психологи, квалифицированные воспитатели. Кадровый состав тоже укомплектован. Основной состав персонала – жены военнослужащих. Что касается инвентаря, группы оснащены всем необходимым – развивающими и дидактическими играми и игрушками, детской литературой и мольбертами. Кроме того, здесь созданы хорошие условия для пребывания детей на свежем воздухе. У нас, в принципе, штат практически укомплектован. Педагогический состав, нянечки, повара. В основном у нас жены военнослужащих, то есть жены офицеров нашей базы. Садик готов функционировать после открытия. Количество детей у нас сейчас в количестве 40 человек, потому что многие в отпусках, еще детки придут. Особый акцент в детском саду сделан на оздоровление детей. Для этого на территории городка идет строительство бассейна и спортивно-оздоровительного комплекса. Также на территории уже функционируют спортивные секции с военными инструкторами. Оно уникально тем, что состоит из быстро возводимых конструкций, используются абсолютно современные материалы. Но я уверен, что в этом здании, это здание прослужит много лет, и детишкам, которые здесь будут находиться, будет комфортно. Родители будут довольны. Я думаю, что лучше не придумать новогоднего поздравления с началом Нового года 2015 года. На возведение объекта потрачено около 100 миллионов рублей из средств Министерства обороны. В эту сумму вошло не только строительство зданий, но и установка оборудований, оснащение групп мебелью и облагораживание двора с детской площадкой. Сейчас в поселке Джава идет строительство школы, которая рассчитана на 320 учеников. Объект будет сдан уже в сентябре этого года. Рая Дзантиева, Елена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Несмотря на то, что 2014 год подошел к концу, внимание к культурному сектору не уменьшается. Уже сегодня работники культуры республиканских районов получили новые «Газели». Машины оснащены специальным оборудованием. Как отмечают руководители администрации, спецтранспорт позволит решить образовательные и культурные проблемы, особенно в высокогорных труднодоступных селах республики. Уже сегодня 5 новых машин отправились в Иравский, Дегорский, пригородные и правобережные районы. Стоит отметить, что в 2014 году спецтранспорт получили Алагирские и Моздокские районы. В ближайшее время такие же машины получат Ордонские и Кировские культурные центры. Также в этот день министр культуры Фатима Хабалова официально объявила год литературы открытым. Праздник сопровождала яркая концертная программа. Республика передает в районы микроавтобусы «Газели» для наших управлений культур, для наших дворцов культур. Поэтому я уже в своем выступлении говорил, что да, 2014 год это был год культуры. Но год 2014 закончился. Но развитие нашей культуры
культуры нашего населения на этом не остановится, но будет продолжаться, будет двигаться в правильном направлении, я считаю. И вот сегодняшние автомобили, которые нам сегодня правительство Республики Северная Осетия Алания вручило, будут способствовать именно этому. Потому что мы, наши творческие коллективы на этих микроавтобусах можем направлять теперь даже в самые отдаленные наши села, в горные, Даргавск, Кармадон, Кубань. Мировой драматург, он был оценен в самых разных уголках планеты и еще при жизни переведен на сотни языков мира. В том числе более 60 произведений переведено на остинский язык. Творчество Чехова вдохновило и писателей Северной Осетии. Георгий Малиев, Арсен Коцоев, Георгий Кайтуков. В их творчестве прослеживается влияние известного писателя. Именно они одними из первых занялись переводами чеховских произведений. В этом году мир отмечает 155-летие знаменитого драматурга. К юбилею писателя специалисты по чеховедению подготовили множество мероприятий, чеховские чтения, а также презентации книг и исследований его творчества. Несмотря на то, что драматург никогда не был в Осетии, в республике к его творчеству относятся с особой теплотой. Редкие экземпляры книг за 1931 год хранятся в Национальной научной библиотеке. О театре, если мы говорим об англичанах, которые, имея своего Шекспира и Бернарда Шоу, считают Антона Павловича первым драматургом, да? То есть, массовая культура бы сказала, Чехов – это наш бренд. Это неприятное выражение, но чтобы перевести на современный язык, да? Чехов – это наша сокровищница, конечно, это человек современный, совершенно он нафталином не пахнет, он среди нас по-прежнему, и он в нас пристально вглядывается и дает нам не забыть, что мы все-таки люди. Новый главный тренер Алании провел свою первую пресс-конференцию. Набравшись практического опыта в Казахстане, Заур Тидеев отклонил предложение из Болгарии и подписал контракт с родной командой. Я, честно сказать, я даже не раздумывал, потому что отказывать я не имел права в данной ситуации, даже с точки зрения моральной основы. Поэтому то, что в моих силах, я обязан сделать это для того, чтобы команда состоялась, самое главное. Вы знаете, что нам сейчас надо завершить чемпионат, который мы начали. Сегодня команда, может быть, не на самых хороших позициях находится, но мы, во всяком случае, готовы и стремимся к тому, чтобы сделать команду сильнее. Особое внимание Заур Тидеев обращает на детско-юношеский футбол в республике. По мнению главного тренера Алании, возрождение команды невозможно без развития юношеского футбола. В качестве примера он привел Германию, где к концу 90-х годов сложилась печальная ситуация. Но благодаря грамотной работе с молодежью и со школами немецкий футбол вернул себе лидирующие позиции во всем мире. Если вот эту проблему начать над ней работать, то я думаю, наши проблемы в российском футболе начнут сужаться. И такие футбольные клубы, как Алания, не будут теряться, потому что футбольный клуб Алания, мы можем смотреть игры премьер-лиги, сколько противостояний между осетинами возникает в том или ином туре. Практически в каждом туре играет осетин против осетина, так сказать. То есть, значит, мы можем давать талантов, значит, они у нас есть, но к ним нужен иной подход, их надо учить, их надо обучать. И вот это, я считаю, самой важной проблемой сегодня в российском футболе, и также в Осетии. Тяжелая финансовая ситуация заставила Заура Тидеева принимать непростые кадровые решения. Сегодня клуб полностью укомплектован исключительно местными воспитанниками. Более того, в ближайшее время придется попрощаться со всеми футболистами старше 90-го года рождения. Помимо этого, планируется сокращение игроков. На сегодняшний день в составе Алании числится 35 футболистов. Для полноценных тренировок, по мнению Заура Тидеева, необходимо 21-22 полевых игрока. Подводя итоги, можно сказать, что у нового тренера Алании есть четкое понимание и видение развития не только клуба, но и республиканского футбола в целом. Без лишних иллюзий относительно виртуальных спонсоров, без больших надежд на поддержку государства. Работа будет вестись непосредственно с футболистами, а это обязательно даст результат. Фатима Дзываева, Тимур Мазаев, Олег Рамонов, Осетия ТВ.